Так, всем привет. Едем, никак не доедем. Тут вот делается выемка, дорогу, реконструкцию. По тайге, короче. 400 километров еще. Колеса проверил. РФ в порядке, все работает. Едем дальше. Да, где-то 400 еще нам до Якутска. Ну, тут вот кусок гравийки. Ну, дорожники стараются. В целом, сколько я давно не ездил, дорога намного лучше стала. Титан мы штурмовали. Только, но все-таки комбинация скоростного моста все-таки с нашим мотором так себе тяга по подъемам из-за этого моста. Ездить можно в целом-то, но там, где получается разогнаться, не можем разогнаться. Потом уже вчера сколько раз 7 попытались на Тита, цепи там, не цепи, прицеп вниз. Идет на шестой, хорошо, уверенно, на перепаде ну, получается, как пупок такой. Все, садит обороты, переключаешься, встал. С первой не хочет трогаться, на цепях роет, цепь одну порвали. А тут грохот, видите, как вот она не очень мягко идет по такой вибро доске. Ну, в общем, в целом нормально. Потом уже Макс уже в конце говорит, можно раз попробую. Уехали аж на стоянку, развернулись через нее где-то километров за 5. Там получается на Тита все время на подъем, и он так газ в пол, максимум разогнались 88. Уже начался подъемчик, где мы вот все время штурмовали. И получается на 10-й передаче потом, ну, начал заходить, где мы, как грубо говоря, там на 8-й шли до этого, наверное, так. И, ну, то есть чуть-чуть вот быстрее, и мы этот переломчик, где все время буксовали, доходили до куда без проблем. Чуть он его пролетел, включил шестую, натяг, и все равно мы встали. То есть, получается, встали там, но прошли этот самый уклон крутой на Титу, и с первой тронуться получилось. И на первой поползли дальше. И там чуть-чуть поположе стал, там разогнались опять. И уже последний поворот, который по встречке проходится, по-моему, на 6-й передаче. Там получается, ну, как бы выходишь, спрямляешься и прям заламываешь, как, и получается как ровно. Ну, как вот лыжники ездят вот так вот вдоль склона. И получается мы напрямую, потом вот так вот раз зашли. И все, и покорился Тит. А там все, в принципе, буксовали сегодня весь день. Некоторые там 2 дня буксуют. Идет он и 90 разгоняется, и все. И вот там вот на этом перепаде в самом начале, еще внизу, ну, тут дорожников целая база. БЗ стоит. Будут, короче, делать асфальт. Ну, тут реконструкция, это 30 километров. Это уже мы едем за Тамотом, подъезжаем на Камге. Поселок Амга, река Амга одноименная там же. Ну, в общем, как я вот говорил, типа с разгону, не, давай в натяг. В натяг вот все, мощность есть, все. Настолько уклон сильный, что просто роет с цепями, качественно роет. А так тоже пробуксовывает, сразу теряется скорость, просто малейшая пробуксовка или переключение вы стоите.
заехали. Уже думали все, возвращаться в это, там говорят, углевозы будут самосвалы гонять. Типа на трассе проехаться можно было. Ну, короче, Макс штурманул. Получилось там прямо, что тронулись мы потом с первой, потому что мы там, где становились, ни с какой передачи ничего не ехало. Ну, там куча попыток у нас на видео есть. Развороты задом там понаездили. А потом Макс говорит, все, кардинальные меры надо принимать. Ленивец нас все время подводил, получается. Мы разгоняемся, а он опускается, да. Берет на себя нагрузку, и получается, ну, то, что у нас как бы на седле хорошая нагрузка, мы не можем использовать. Ну, в общем, короче, сняли мы колеса с ленивца. Все прикольно, он поднятый был. Типа раз в рабочее положение поставить, а под ленивцем балка, она прямо на землю легла. И все, ехать невозможно. Ну там зазор такой, не, ну как поднятый он. Хорошо мы его увидели, что она ложится, а то бы поехали с поднятым. Там вроде такое расстояние большое. Думали, как бы, ну, он рассчитан на то, что диаметр колеса и не достанет. А он так запросто, балка ниже, чем ступицы, в общем. И залег этот у нас ленивец прямо на землю. Мы такие, прям на титу там колеса эти снимали. Ну, короче, обратно поставили колеса и все уже. Ну и Макс попросил, говорит, все, пробуем раз и заскочили, в общем. Такая история. Ну, выводы организационные сделаем. Машина с таким ленивцем, получается, вообще не вариант. Там вот подъехали с Киргизии две машины. Ну, сходу пошли. Одна зашла, одна нет. Он потом к нам как раз назад сдавал, мы по рации там общались с ними. Со второй попытки тоже не получилось. С третьей попытки уехал. И то они стартовали не как мы там издалека. Ну, поменьше расстояние. Он даже, наверное, не разгонялся до такой скорости, как мы, но все равно проехал. Он говорит, без цепей, без ничего. Ну и мы поехали без цепей на этот разгон. И просто включили автомат, блокировку. И все, и заскочили. Ну, повезло, при том, что мы когда днем штурмовали, там чуть-чуть гравий был растасканный. А в Хатыми мы уже собирались ждать, как бы сидеть. Подъехали мужики, говорят, да там никого нет на горе, типа всех, и погрузчик работает, типа всех, наверное, затащил. Ну и мы рванули туда. Ну и получилось, что погрузчик вообще сказал ни в какую, им запрещено к машинам приближаться, всех уволят, расстреляют. Ну, после там событий, которые тогда были на Титу, там наказали этих дорожников, кого-то уволили там, ну, за то, что малорычевое дело устраивали. По идее правильно, но а так помощи больше неоткуда ждать. Они там, техника у них есть, все, и они говорят, мы не поможем никак. А напрячь их невозможно вытаскивать машины. Это типа отдела МЧС, а МЧС ни разу не приезжала туда. Там вот две орды стояла машина, они говорят, мы второй день здесь уже. Они постоят, разгонятся, не получилось, задом сдали, там хорошо есть карманчик такой очищенный, задом в него сдаешь, разворачиваешься запросто. В общем, такие дела, в общем, вкратце. Не отчаялся. Макс тут сказал, все, давай пробовать, и залетел. Красавчик вообще. Ну и все, едем мы дальше. Вот Макс спит, я рулю. Сейчас должен быть скоро асфальт уже. А тут вот видите, дорога снег, вокруг снег, деревьев снег. Красота. Когда солнце, конечно, будет светить, тут и без очков не получится сидеть. Тут так на глаза это все. Весной особенно снег искрится, даже глазу не за что зацепиться. Все белым-бело.
сколько мы едем. Не знаю, кто проехал. Одна меня обогнала, по-моему, и все. И вот перед этим участком ремонта еще 2 проехала навстречу. Это я еду уже. Мы в Большом Куранахе, по-моему, стояли. Чуть-чуть дреманули, потому что уже оба забодались. Мы вчера там всю ночь. Ну как по местному, наверное, не всю, но где-то до 2. Вот это колеса снимали туда-сюда, раза 3 попробовали, там и с первой, и натяжку. Ну, в общем, машина с такой компоновкой, надо ленивицу обязательно убирать, тогда появится шанс ездить здесь. Потому что двуногие ездят, некоторые правильно загруженные, заезжают, и все, мы как эти. Орда у них получается 16 тонн, по-моему, всего груза, сказал. Как-то видно назад все. Ну, в общем, короткий отчет, доклад. Проехали 8440 от Москвы. Расход сейчас 43 у нас от Москвы. А вот на бортовом стоит, вот это я обнулил, чисто заход на Якутию. Вот по трассе Лена. 61,4 литра на 100 километров сейчас. А вот это стоит от Читы. Тоже не слабый расход. От Читы мы проехали 1800 и расход 54,1. Горы как бы дают о себе знать. В общем, такие дела.